В тот же месяц в республике продолжается приемная кампания. Принято около 9 тысяч заявлений в учреждения среднего профессионального образования Якутии. В этом году по программам СПО за счет республики было выделено 6422 бюджетных места. Начинают формироваться конкурсные списки. Абитуриенты подают документы как на базе 9 класса, так и на базе 11, выбирая специальности по душе. В целом, вот если говорить о перечне специальностей, которые сейчас наиболее востребованы, то это прежде всего лечебное дело, сестринское дело, финансы, экономика и бухгалтерский учет, это повар, это кондитер, это графический дизайнер. Это если говорить по конкурсной ситуации. При этом, например, в Якутском финансово-экономическом колледже уже 7 человек на одно место. Ну и Якутский медицинский колледж – одни из лидеров. Первокурсники республики будут учиться в новых мастерских. В рамках национального проекта образования в Якутии, начиная с 2020 года, открыты 43 мастерские в 9 профессиональных образовательных организациях республики. Осенью будут созданы еще 12 современных площадок для обучения студентов. В общем числе к 2024 году должны быть открыты 85 мастерских. Кроме самого оборудования, которое появилось в разных уголках нашей республики, в колледжах и техникумах, конечно, меняются и преподаватели, потому что это повышение квалификации, мастера производственного обучения. В этом году открыты целый ряд специальностей, связанных с электроэнергетикой. Это в том числе связанных с релейными системами, с выстраиванием защиты электроэнергетических систем. Это вопросы, касающиеся транспортировки воды, топлива, смазочных материалов и целый ряд других. В новых условиях желает обучиться и Юлиана Прокопьева, выпускница Ингынской средней общеобразовательной школы. Она подала документы электронно в несколько учреждений среднего профессионального образования, но стремится поступить на бюджет финансово-экономический колледж имени Фадеева. Я хочу подать на коммерцию, чтобы в будущем работать с товарами. На этом мероприятии я хочу спросить у представителя финансово-экономического колледжа имени Фадеева, какой шанс у меня поступить туда. И какой-то, может, конкурс будет. В этом году республиканский штаб «Абитуриент-2022» расположен на базе Якутского колледжа связи и энергетики по адресу улицы Петра Алексеева, 25. Здесь будущим студентам могут помочь с подачей документов. Прием заявлений на поступление в СПО продолжается до 15 августа. Галатея Игнатьева, Александр Жуков, Якутск.